называется ГИМИИН. А почему он так называется? Вот я раньше думала, в детстве, когда была в школе, училась, я по... Я думал, что это якутское слово. Я думала, что это сокращение от мерзлотки. То Вот. есть рядом имеется институт Самое мерзлотоведения. главное, да, что тут почему для названия минус, что здесь стоит рядом распиаренный институт мерзлотоведения. И как бы Государственный институт мерзлотоведения. А что такое ин, непонятно. Вроде как там похоже, такое? да. Но на самом деле ГИМИИН это гидрометеоинститут. Гидрометеорологический институт. Вот. Основан этот самый институт был в 1930 году. То есть и сразу же утвердилось вот это название ГИМИИН. 90 лет назад. 90 лет назад, в этом году юбилей. Да, Причем ГИМИИН это вот эти вот, да? Ну это же новое здание. Так вот. Новое здание. Можно сказать, старое здание, которое было построено 20 лет назад. А вот этого никто не знает, короче. А Но оно вот это явно там где-то, должно оно быть. где-то располагалось здесь, где была метеостанция, короче. Потому По-моему, что, где-то вон там вот. Потому что когда на располагалось мерзлотку едешь, вот там вот какое-то здание с этой стороны было. ну считай, что это было 90 лет назад, да? И это здание... Я очень хорошо сохранилось, да? За 90 лет. Не антенна, это радиомастер называется. На радиоцентре таких было раньше море, прямо огромное. Вот что интересно, да, ГИМИИН, вот это название так прижилось, а сам ГИМИИН существовал всего 3 года. С 1930 по 1933. Потому что в 1933 году по всей стране эти ГИМИИНы, а он был не один, их было несколько в разных городах, их упразднили, и вместо него появилось УГМС. Управление гидрометеослужбы. Ну, как у нас сейчас вот это. Ну тогда оно еще не было мониторинга окружающей среды. А название так и осталось. ГИМИИН. ГИМИИН сам по себе это одно из первых научных таких серьезных учреждений в республике, да. Но почему так целый район назвался? Потому что здесь построили сразу тогда не только саму... Причем, секундочку, тебя перебью, он, по-моему, был первым не только в республике, но и вообще на Дальнем Востоке, если я не ошибаюсь. Честно говоря, Сибирь не на знаю. Дальнем Востоке, потому что у нас город старейший. Там Один из старейших. первоначально по штату, насколько я помню, работало больше 30 человек, да, и они сразу и жили здесь же, на этой территории. То есть целый район как бы создали под этот институт, и тут изначально была сама лаборатория, обсерватория, вернее, это называлась, и места, места, где люди жили. Идем дальше искать вот то самое здание, вернее, место, где то здание было. И вот да, благодаря этому институту я думала, что ГИМИИН называется ГИМИИНом. План конца 19 века, города Якутска, да? И мы сейчас находимся вот тут. Подожди. Да. То есть, а вот смотри. Где-то вон там вот сейчас, дальше да, сейчас я пример приведу. Ну вот смотри, вот это 19 века, да? А вот это, опять же, план. Его Попов зарисовал в 1917 году, да? Вот все то же самое. Вот озеро Саисары, который сейчас практически чуть ли не центр города фактически считается, да? Здесь, в Сергелях, мы находимся примерно вот здесь, да? То есть, когда институт основывали, здесь фактически было голое поле. Это сейчас много какая-то застройка, хоть какая-то, да. А тогда это было далеко за городом, потому что как бы считалось, что будут мешать люди, скажем так, исследованиям. Поэтому его основали именно здесь. Это городская застройка только. В ней нет дач и так далее, да? А вот на этой карте, на ней указаны как раз таки все как было, да? То есть... это 890 год. На самом деле, город особо не рос у нас, да, потому что отличие, например, да? Вот, к примеру, вот Талое озеро. Подожди. Вот Талое озеро, да? Маленькое. И за ним вот кварталы жилые, квадрат вот этот, да? Вот это все, что изменилось за 20 лет. Вот Талое озеро, здесь этих квадратов нет. Вот так вот. Где у нас Талое озеро? Вот оно. Вот пример, вот, кстати, просто для... То есть, получается, вот сюда вот начали, через 30 лет начали застраиваться в сторону сопок. Считай, что вот тут Никольская церковь, например, да? А вот здесь
заканчивается Заложье, да? Ну вот и все, вот Ну, и а весь мы город. где-то вон там вот А мы находимся находимся вот сейчас. тут. Ага. Тут даже нет Саисарского озера. Это не Саисарское озеро. Я почему-то думала, что тут наше озеро, где мы сейчас сидим. Нет. Вот. Вот тут вот на карте вот. Так, уважаемые горожане, кто знает, где находится вот это озеро. Его сейчас нет вообще. Ну, ты не говори, Ну, я же хотела просто задать, чтобы вы написали, где оно находится. А ты говоришь, его Там на нет. самом деле такая Все, молчи, молчи. большая лужа была. Короче. Так, озеро или лужа? Ну, оно широкое, но небольшое, мелководное. Вот. У нас карта с 17 года, за 13 лет до До организации. постройки Гемина. Ну, до организации Гемина вообще. И почему вот, ну, то есть сейчас он находится вот здесь примерно, да? То есть, как видно, ну, за 13 лет там не особо что-то изменилось. Вот Здесь почему выбрали, да, именно почему выбрали это место? Потому что оно достаточно пустынное, далеко от населенного пункта, и люди рядом есть только на дачах в летний период, зимой там все равно никто не живет. Для наблюдений это самое. Да, для наблюдения оптимальное замечательная место площадка. было. Почему в 30-х годах и был образован Гемин, да? Вообще у нас в Якутии и в 19 и даже в 18 веке метеорологические станции были, да? Ну и, скажем так, в наших условиях необходимо изучать климат, скажем так, потому что у нас экстремально холодно, и, тем не менее, например, доставлять необходимые грузы, какую-то корреспонденцию, да, для этого нужно какие-то прогнозы по погоде хотя бы строить. И к 30-м годам просто стала развиваться авиация активно, ну и осваиваться, правительство стало думать именно об освоении богатств природных, да. Естественно, авиация не может летать вслепую, нужны грамотные карты навигационные, нужно знать прогнозы и так далее, да. И вот именно поэтому на русском севере стали активно организовываться метеорологические станции. Плюс еще 30-е годы, это же там, полярники, папанинцы, короче, да, то есть по всему миру вот это идет освоение севера, это модно, скажем так, да, и Мейнстрим. да, эти станции образовываются, а потом получается так, что неудобно все эти данные собирать, да, то есть, к примеру, центр это в Иркутск передавать, или, например, в Хабаровск, да, но это далеко, поэтому и было решено именно в Якутске создать собственный институт, который будет курировать эти станции. Вот эта работа, которая была проделана по созданию 10 станций, да, в 30-х годах, она сыграла очень хорошую роль в 40-х, когда началась Великая Отечественная война, и Алсип? да, Красноярская перегоночная трасса. Это, ну, все знают, это самолеты с Аляски, американские по ленд-лизу, перегоняли Советский Союз. И с Красноярска-то их можно везти по железной дороге. А вот до Красноярска самый трудный участок пути это 4000 практически километров, да? И начинается трасса там, где полярный день 4 часа, скажем так, каждый день, вернее, 4 часа. А насколько я помню, вот именно вот участок от Аляски до аэродромов на советской стороне, и вот самолет того времени, он как раз за 4 часа и пролетает. То есть, если там чуть-чуть ошибиться, то самолет просто будет лететь в темноте и вообще никуда не пролетит, да? Соответственно, очень большая работа была у метеорологов. Понадобилось создать огромную сеть дополнительных станций. И права на ошибку у них совершенно не было, потому что... Была, да, это и самое интересное, что изначально, как бы, ну, американцы передают там нашим на Камчатку, с Камчатки там нашим в Якутск, потом в Иркутск, так, ну, как что-то должно было вести, но... Если Елизавета будет плохо слышно, придется писать титры вот здесь. В итоге получилось так, что практически львиную 2/3 всего этого пути курировал именно Якутск, именно вот, Якутскую ГМС, то есть то, что ранее было Гемиином, да, и если бы в 30-х годах не было вот этих вложений в эти станции, если бы не был создан институт гидрометеорологии Якутский, да, то и вообще совершенно неизвестно, как, Был бы ход истории, да? да, как изменилась бы история.
прогулку, я тебя не вижу. Иди сюда. Зайди в кадр, скажи. Всем до свидания. Всем до свидания. Подписывайтесь на Юлин канал. Спасибо.